Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. Мобилизации в республике не будет. С таким заявлением выступил глава региона на совещании по вопросам призыва на воинскую службу. В республике Атагана, регионочка, количество призываемых у нас на вчерашний вечер до 0 цифр. Новая глава в жизни. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева прошло награждение выпускников. Лауреат республиканского конкурса интеллектуального центра Чеченской Республики, лучший студент 2021 года, победитель межрегиональной признанных исламских ценностей. Гостеприимство – главный обычай Кавказа. Чеченскую республику посетила делегация из представителей ведущих туристических компаний Ближнего Востока. Все, что я увидел сегодня, для меня было чем-то новым. За время, проведенное здесь, мы узнали много нового о Чеченской Республике. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. هيقونك الله ديل يلشنا ابن عباسك ديل لرويلاح وص الله دال حق لروي روحون احفظ الله تجده تجاهك ديل لرويلاح دائما يا الله ديل قهيتم دائما ديل قهيتم صنعونا الحين يرجع كرور دهون واذا سالت نقع سنه عباله سنجتم تعوت بالديل حقوق شولع فاسال الله ديل قيقلع واذا استعنت عن بلخ غلخ شولع فاستعين بالله وص الله ديلك غلخلع واعلم الله ديل يلشنو ابن عباس شديوي شيكانتك خالح الله لو ان الامه دق امه تقول دلش تعوب والحنبه تعلق تعوب وبير ما بعد صارحون دالحون يزين دوتسك ادق امه تقول دلش حون تعديك بوابه ادق بوابير باتسون دالحون يزين دوتسك رفعت الاقلام الله ديل يلشنو دال دعياز ديتش دول قول مش حل اي دل دولهون وجفت الصحف تيترش دق دل دولهون الله بقي خنبوي. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В Чеченскую республику прибыли заместители председателя Центрального банка России Рустам Вестеровский и Сергей Белов. Во время визита они встретились и поговорили с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Темой обсуждения послужила банковская сфера субъекта. Было принято решение о строительстве нового здания отделения банка в Грозном. Потихоньку расширяем город, сносим старые постройки, и это главное для нас был вопрос. И плюс инкассация, У нас вся инфраструктура совпадает, дороги, логистика полностью, центр во всем, Этом тоже у нас есть свои плюсы, поэтому хотели этот вопрос поднять, чтобы вы поддержали в этом вопросе нас. Я хотел добавить, безусловно, банковская система является кровеносной системой любой экономики. И видя, что происходит в республике, как она динамично развивается, есть с чем сравнивать. Я здесь был в 2004 году, поэтому видел то, что было и то, что стало. Это, конечно, небо и земля. Здесь конечно, большую благодарность, потому что вы сделали, невозможное, наверное, за такой небольшой срок. Поэтому, конечно, со стороны Центрального банка мы готовы оказывать поддержку, помощь. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения с правительством республики. На встрече также обсуждался вопрос создания объединенного кассового центра. Он будет функционировать на базе управления инкассацией по Чеченской Республике. Реализация проекта скажется на перспективном развитии не только банковской системы региона, но и всего СКФО. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева прошло награждение выпускников. 64 муталима в этом году окончили один из самых престижных учебных центров. Поздравил студентов с окончанием учебы лично глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. В торжественной церемонии он вручил выпускникам дипломы и пожелал успеха в дальнейшей жизни. Подробнее в сюжете Седы Хасиевой. مختلفا ألوانها
Торжественный выпуск начинается с чтения Священного Писания. После 5 лет учебы эти молодые люди уходят из вуза с колоссальным багажом знаний. Поздравить выпускников Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева с этим знаменательным событием приехал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Встреча начинается с приветственного слова ректора вуза Абдурахима Мутушева. الحيوان زمان شوها رمزنا حاجة حلقة ولا شدونا هو دنيا نشاه برش بلو دوق عرب بتش حلاش كره بس ولش برش بق علم نه برش دوق حيجي برش هر شيء يزن دونا جين بحكن حيجي برش دوق إيش سعيدلر إتسين عدونا هر حيالرت ويدقل ديش ويقام ويبتشاه بوسلم ناخه رسيح مل بيش كم موسى بوسلم نابيغل بيش هينز وورش والدون رسي باتش بوتين ناخ فيديو ابرشين عشيت و قدير دير موسى يدير جيدون صورته هينز تاغن سنه يدعو دعوت اذا يتندر والله وين ما سنه يغو كيجيش كاب تسوچنا بو وي وغري على دونا دال ديق الويل احمد حاجه دالتن غزوت قبل دويله أتمنى شيء يرشل يقمتج لا ديكيو خل ديلا تنسخن بالليرم شيء بق خل ديلا بوتين دونا لارم تدم بيشج أو دونا أشتا وي حاج أستاذ قدس الله سره يخاست وش لا ما تشو خدشنش أول شو دونا يشتوي حال دعوة ترويزة إذا رجع دونا Выпускниками Российского исламского университета стали 64 студента, из которых 25 получили красный диплом. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил их и отметил большую ответственность носителей высокого звания алим. خلق بولش كيجيناخه تان شينت موتسل دوك ديقردو تانك سني خوش طلع تان موتسل جوك احيك ديشتو خدع هينز حقق دونا تاعزل ستوبيانكي حلو على يشخلشي دون بحال ستوبيانكي حلو على قيدي ويتسو ديونو سدي ستوبيانك حلو على يشوف دون شادونا خدع دونا شا عامل دوشتو علمنا كده عاموش دحوش تنا حينا ديدي خلما يل ميل يلزمني يقدون تخديش دونا القرآن دونا عامي تستوى داك دين عامي تستوى دائما دون كل داكش دحوش استعبال ببيز بوشه أو يدح اللي بوش عامل حاجة دونا شاويل دوالت دونا شي مقلج خان دونا واندا جينيش دوك يوقي قرآن وعدو اللي الدين شين دون عام وش كل داكش شايون يدونا داديس ديش متى شادونا глава республики Волжан президент Волжан Акадона и Бахцевич Сурахегакдон. Со дня открытия Российский исламский университет возглавляет Абдурахим Мутушев. За 13 лет он внес большой вклад в развитие вуза и духовно-нравственное воспитание молодежи. Рамзан Хаджи Кадыров наградил религиозного деятеля медалью «100 лет образования Чеченской Республики». Мутушев Абдурахим Абдулмажидович, ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Затем глава региона лично вручил 9 наиболее отличившимся студентам дипломы об окончании учебы. Тургуев Асланбек, лауреат республиканского конкурса интеллектуального центра Чеченской Республики, лучший студент 2021 года, победитель межрегиональной игры знатоки исламских ценностей в городе Нальчик. Главе региона также вручили ценные подарки. Это портрет первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и книга «Мир Кавказа» под авторством доктора политических наук Ольги Вольтер. Также глава региона объявила решение регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова выделить Исламскому университету 50 миллионов рублей.
выпускнична, кельчана, дона, иштона, сарин, дон, дир, дона, фонду, шоздра, 50 миллион рублей, аш, надо валир, сидалор душук, да, снова так, дона, адрахамис, Далее выступил муфтий региона Салах Хаджи Межиев. Он отметил, что духовное и нравственное становление чеченского народа с каждым годом становится сильнее. Ahmad Hajda Al-Ghazal Qabul Dölsünna İza Ta'aşiku yoç iz del gergersagu Ta'aşiku yoç del gergersagu del gergersak sakhilshi Ostaypan payd habali shosh batsagah Bok payd balaq suna ilman amal yolsh qonaga olsh haja murid olsh del gergera olsha Ghazwati da'qil khina wayn masana wiza shوي halqar pacha uqiz İştun lırha yaşoş her way pacha Ramzan hajru Везгал вождала, алш войл дикнясо вокил, дерешье сандалиос мочагулдой да тофиклой. Выступил на торжественном выпуске и прямой потомок кунта Хаджи Кишиева Сайфудин Ибрахим. Талн харбергте берлисе хо университет арбош хелбош вал мутайлим шехош баз беш غير سيلا ديش ووش قيتويه ويموح عالش بريحه دعيون خليوشلو تاق غيشلو ويما اركبيرش كهيو اذا غش والله ليش خلوا شو كبير شان هر موحكة مسوا واتشم نخلر بيشار عالش بيشا إيش خلر يسأتو إيش تاق إيش دقيقة بيش ووشا قيتو قوي تخل. Сайфудин Ибрахим преподнес Рамзану Хаджи Кадырову уникальный подарок – столетний сборник хадисов Сахих Аль-Бухари, который для своего сына приобрела дочь кунта Хаджи Кишиева Эсит. Разделить радость с выпускниками Российского исламского университета собрались известные богословы и религиозные деятели. выпуск юхтахан. Общий выпуск вибаи дезца мутайлен сара баи ялхит элен мачуса زود بيرخا علم عامل الشيخ بولر تغنى دوق بيركتي قاي والله خزد مدوهر تغنى. На сегодняшний день в Российском исламском университете имени кунта Хаджи Кишиева обучается 940 студентов, 220 из них девушки. Первый выпуск здесь состоялся в 2014 году. С тех пор в вуз закончили 481 студент, которые в дальнейшем были трудоустроены. Большинство из них сейчас являются имамами мечетей, другие же работают преподавателями в медресе и школах хафизов. Седа Хасиева, Мальки Мурзаев, Ислам Али Султанов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава Чеченской Республики поддержала решение Владимира Путина о частичной мобилизации. Президент страны дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры, отметил Рамзан Хаджи Кадыров. Сегодня мы все слышали выступление президента, последующим министра обороны. Мы все это приветствуем, поддерживаем. Все цело дома. И говорим, что мы обязаны защитить свое государство, свою религию, традиции, обычаи. В общем сказать, нас создал Всевышний людьми. И ценности, семейные, людские, мы должны все соблюдать. Это нечистый, сатанизм, и еще говорящий на чеченском языке, называющий себя мусульманин, по-разному, говорят, трактуют, делают рекламы. Это нечисто нужно
полностью уничтожить, убрать с этого мира. Но их надо отправить туда, куда они хотят. А куда они хотят в ад. Мы такое предоставляем и будем предоставлять. Но еще хотел бы сказать, что некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации, надо это то делать, другое делать. Что делать для обеспечения, для того, чтобы существовало как независимое государство, что нужно, знает президент, верховный главнокомандующий. Его решение, в этих условиях, никто не должен обсуждать, а должен выполнять. Поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те, кто будут выходить, они враги народа. Они враги народа. Этих людей надо задерживать. Этих людей надо отправлять на места, которые проводит специальные операции. И дальше будет видно, на кого они работают и что они на самом деле хотят. Также Рамзан Хаджи Кадыров обратился к тем, кто называют себя защитниками чеченцев, находятся вдали от региона и призывают к европеизации. По словам главы региона, эти самозванцы бросили родную республику в самый тяжелый период и продались за так называемую свободу европейского слова, которая полностью противоречит религии ислам. Ассаламу алейкум, приветствуем всех, это опять я, опять со своим телефоном. Извините, дорогие подписчики, я буду говорить на родном языке. Салам маршалу, салам талахат волчак басарга. Видео оседона, Украина, Зеленский, бусал пачалк, имам хуэттана, цигацо бусал дин дахуаттина, цигаха. И пачалк лария арбул, дейл газвати абушаш арбул, дейл дин шариат тариат лардеш, Уран суннат лардеш пачалк арбул так энти бог то шейх Мансур батальон, то Дудая батальон, то бош, эти построения на батальон, полки шгамцы губоды дичь, но дела и самозванч, да и махалак Юта даян лирш tie буржаёч это крылаёч ночи азудаш на так цахич син квач сидей на цо бош tie буржаёч даян бинокль да ё иштахвэтэн от я раштлч мет дахвэтэн шахунч умуатич запись я саудат хок ау хамаят هو حغير شو نسبة حيز وش دود دعوة مخكر هردية وجدية باش نوعا نحكي قوم سيدش نحكي قوم هو سيدش نوعا yes مخ hins is conflict zone specified product dat je met touw dat de kijk je is dat dan nagasan schon het dat diabol leersboot aan schijnt ahmer daar dan igazen stopt dan شو حد أول dan أسويتشك dan زكيش dan dat hier borshayotje شو تصدقوا dan هم تصدقوا شو براتو مارشوا شو كده سوجز обеспеченные خديشن dat igaz dan je dan إيهم دعونا تصانع دعونا الدنيا نا دعونا بالغ يعني ولا اللي يرشل دعونا هوكي ودي دعونا تعين ماري يوش شو وخ هاي وخ ماري يوش دعونا هر إمبلم هوش وز إمبلم هوش دعونا ولا اللي يرشلهم دعونا لك دعونا دعونا دوتش دعونا أميل دعونا
Så uttrykker jeg meg om hele dagen. Ved dagen, ved kan I dagen. شون han lærte du skidane kanskje west don catching don شازم برست ماريو don شون han lærte du شيش don شيوا don شازن يا ماريا تسكي ماريا شون han lærte du nog så lærte nog så lord du I sendik don don شو ديس دون بايمر ديسلام الرئيس زي دون باش حلقه دون بيش بول باش حلقه مجامك دون تسير غلق مجامك سالو شو كوسوك دون خلي دون بوبليش دما كالو شو دون قالر دوش دون يخ شو دون جيت المك دون هو باش حلقه كولر دون تاع ميلدي حرم تاع ميلدي دون ريت دون تاع دون الدنيا جاءت دون هذا يوم دين دون دار جوت داغ تصدق ويش يا دونAtan dan, Payamar dan, de Sisazües dan, Uran dan, Gwanda dan, Polizeiskisch, Hittos dan, Dagos dan, Pachaka Yersel dan, Jo Oekraïne dan, Dajaran dan, Oekraïne Lurdo dan, Schut gedaan, ook Aalschu, ook Karoos, Getsadran, Zat onbedacht dan. Zo aan ze dit, dat dan, dat doet het borg dan, nacht dan, dat dan. Zo lekker, maar dus ook dat dan. Zo borg en nacht, ja, zo dat schiet. Sugar hayak, maar jo, huizen dan, zo, zit na shenus. شو يوج دون شو قرا ياكل ما يبقى دون شو باش حلقه ياكل ناخذ يا شو تقيدا هو تخيل شي ده هذا البعث ده شاش دين ديش اقا باش حلقه ياكل على شو دون شو سن الكوت ماشي دون صح عيودهم شو دون هو زيلينسكي دون بوسو باش حلقه دون كل شو داستان شو غازو دادو دون تخو دون باش حلقه دون بوسو دين دون لرديش قران دون زكوانسن لرديش دون Payamar deelsa maar zo dan, bouwen dan, zeker Duits dan, deze pas al gaat opgedaan dan. Twee dan, bus op dienst, die hoort die dat je vergeet, hoort die dat je magic doet, hoort die dan, din dan, maar zo je dan, jols dan. Глава региона провел совещание, посвященное теме призыва жителей Чеченской Республики на воинскую службу в рамках объявленной президентом страны частичной мобилизации. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что план призыва в субъекте перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, в республике есть тысячи добровольцев, которые в случае необходимости готовы встать в ряды защитников Отечества, подчеркнул глава региона. Количество призываемых у нас на вчерашний вечер 0 цифр. И это исходя из того, что мы заранее работали, проявили патриотизм, любовь к государству, и что мы патриоты, мы что готовы защищать свою родину ради религии, ради своего народа, и Бабандоша 254% план перевыполнен. Вы халхи истиадо мир принимать Бабандоша, вы кенти яхьош дюнелдош шаш дейлдох летали دل اتبيوخ اللي دعال دانا هنتي ليت كيجا بولون ديلا وي دانا تانا تعاوي بروس دوتش دانا وي دانا ابروت دانا وي تانا تعاوي يوخر وشوات تون ديسا نوخشي دانا يحلق انشكش دانا ديخ دوشاش نوخشي دلاح شو دمشان شو تسي نوخشي دلاح دان شو شاش لا اله الا محمد رسول الله بوش دلاح دانا شو هورنا دوك دان تسي قيخ ديش دوك دان اتي بيوخ اللي دعال خوات دان تون ديلا نوخشي شوات حنا ديك دان повес дата дождет повес дает надо настять так это потому что дона у нас есть добровольцы у нас есть те средства сил столько сколько нам это необходимо до свидания. В минувшие выходные в регионе отметили День чеченской женщины. Ежегодно в республике проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Он был учрежден главой региона в феврале 2009 года. Праздник символизирует собой дань уважения всем чеченским женщинам. Сегодня они не только хранительницы домашнего очага, но и успешные специалисты в различных отраслях. Один из ярких тому примеров – Зумрат Асабаева, о которой мы расскажем в нашем сюжете. Сейчас этот рынок тоже очень... Специалист по недвижимости, отзывчивая коллега и мать 3 детей – все это характеризует Зумрат Асабаеву. За короткий срок ей удалось стать известным риэлтором в регионе и заслужить доверие клиентов. Зумрат считает, что для женщины крайне важно грамотно распределять свое время. Главное правильно расставить приоритеты. Конечно, в жизни каждой женщины, каждого человека на первом месте должна быть религия, на втором месте семья и только потом карьера. Если эти приоритеты расставлены правильно, то все вы будете успевать и все у вас получится совмещать. Поэтому, в принципе,
Успевать можно все. 24 часа – это не так уж и мало. Поэтому мечтайте, развивайтесь и, как говорится, не мешайте своему воображению. И все в один день все придет, иншаллах. Стать риэлтором непросто, требования к ним очень высокие. Специалист должен быть коммуникабельным и целеустремленным, уметь находить общий язык с клиентом. Все эти качества свойственны нашей Зумрат, так они и отзываются коллеги. Зумрат отзывчивый, хороший человек, строго индивидуальный подход к клиенту. Она выбирает квартиру для клиентов, она покупает эту квартиру для себя, то есть входит в положение клиента. Это очень важно в нашем бизнесе. Многие говорят, что купили квартиру у Зумрат, она им очень помогла, решила их жилищные проблемы, вопросы, поэтому отзывы только хорошие у этого риэлтора. В адрес Зумрат звучат только положительные отзывы. Она крайне ответственно подходит к выполнению своих обязанностей. Зумрат очень дружелюбна и отзывчива. На нее всегда можно положиться, говорят ее коллеги. Она всегда переживает за нас, за каждого. И очень приятно понимать, что у нас есть такая поддержка, такой человек, к которому мы всегда можем обратиться за помощью. В плане работы Зумрат очень серьезно относится к своей должности, и каждый раз клиенты, которые приобретали у нее квартиру, рекомендуют своим знакомым, друзьям, и каждый раз к ней хочется вернуться снова. Современная чеченская женщина не только хранительница домашнего очага и уюта. Представительницы прекрасного пола работают в самых разных направлениях и привносят значимый вклад в общественную жизнь. Ежегодно в 3-е воскресенье сентября в республике отмечают День чеченской женщины. Этот праздник символизирует собой дань уважения всем матерям и сестрам. Ведь на долю чеченских женщин выпало немало трудностей и испытаний, но они стойко переносили все тяготы. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. «Жизнь без ДТП». Акция под таким названием прошла в Грозном в минувший вторник. Ее провели в рамках объявленной недели безопасности дорожного движения. Сотрудники Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, ГИБДД, а также богословы совместно с активистами патриотических клубов «Ахмат» и «Путин» раздали водителям методические пособия. Кроме того, участники акции выстроились с плакатами, агитирующими за соблюдение дорожной безопасности. Думаю, что надо соблюдать дорожные действия, так как я сам учился в автошколе, нормально сдал права, взял права. Войник низамлар бичо, войн шаядыг лила акадоин, явари шекезга хайроин дотстич. В Чеченскую Республику прибыла делегация из представителей ведущих туристических компаний Ближнего Востока. Для гостей организовали тур по местным достопримечательностям, в числе которых озеро Кизиной-Ам и селение Хой, город стражников. Гости остались под впечатлением и выразили уверенность, что туристический потенциал региона имеет большое будущее. Подробнее расскажет Мухаммад Джамалуллейла. Делегацию из стран Ближнего Востока в аэропорту Грозного встречают с кавказским гостеприимством, с национальными блюдами и танцами. Гости из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна будут знакомиться с туристическим потенциалом Северного Кавказа. Коллеги из стран Ближнего Востока, это из такие страны, как Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, уже посетили Москву, посмотрели и ознакомились с ее достопримечательностями, с ее отелями, с ее туроператорами. И в ходе как раз таки нашего тура совместного с комитетом по туризму Москвы, они прилетели в Чеченскую Республику, где уже ознакомятся с турпотенциалом Чеченской Республики и Северного Кавказа в частности. В отеле «Локал» для представителей ведущих туристических компаний Ближнего Востока провели презентацию 7 регионов СКФО. Гости поближе узнали культуру и обычаи кавказских народов. Все, что я увидел сегодня, для меня было чем-то новым. За время, проведенное здесь, мы узнали много нового о Чеченской Республике. Я сам из Индии и буду советовать своим знакомым посетить этот замечательный регион. Затем гостей ожидала поездка к жемчужине Кавказа, озеру Кизиной-Ам. Здесь для них организовали праздничный концерт. Очередная остановка – село Хой. Эти места имеют многовековую историю. Прогуливаясь по этим улицам, гости узнают много нового из истории чеченского народа. Гости выразили уверенность, что Чеченская Республика станет местом притяжения крупных инвестиций, а ее туристический потенциал имеет большое будущее. Мухаммад Джамалуллейла, Адам Яхьяев, Самали Султанов. Неделя.
В японском городе Исиномаки построили мечеть для местной мусульманской общины. А в Дании поступило предложение запретить ношение хиджаба в школах. Об этих и других новостях в нашей традиционной рубрике «Умма» с Элизой Тасуевой. В японском городе Исиномаки построили мечеть для местной мусульманской общины. 10 лет назад данный район сильно пострадал из-за землетрясения. На данный момент инфраструктура практически восстановлена. Святыню возвел на собственные средства бизнесмен из Бангладеша. По словам предпринимателя, он был сильно удручен предвзятым отношением к верующим. В Калифорнии совершено нападение на мусульман. Преступление произошло рядом с местной мечетью и унесло жизни 2 человек. Неизвестные проехали на автомобиле мимо верующих, разрядив полную обойму в толпу. На текущий момент по данному факту ведется следствие. В Дании поступило предложение запретить ношение хиджаба в школах. Заявление депутатов вызвало широкий резонанс. На территории королевства действует свобода и вероисповедание, и подобные законы неприемлемы. Они напрямую нарушают права человека. Родители совместно с преподавателями активно выступают против установления такого порядка. Сотни беженцев из Африки нашли приют в мечетях Нью-Йорка. Несколько автобусов было переправлено в крупнейший город США на попечительство властей. Вопрос о дальнейшей судьбе мигрантов поставлен на рассмотрение. Учитывая факт приближения холодов, решение должно быть принято незамедлительно. В одном из главных курортных городов Таиланда строится исламский комплекс. В проект включена соборная мечеть. На территории участка также будет располагаться школа. В ней смогут обучаться дети разных вероисповеданий из малоимущих семей. На данный момент работы завершены на 70%. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном активными темпами ведется ремонт дорог. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы на некоторых участках идут с опережением графика. В рамках реализации нацпроекта в этом году в Грозном планируется отремонтировать 48 улиц общей протяженностью более 46 километров. Подробнее расскажет Диана Хармуш. Работы по улице Ключевая идут полным ходом. Шум спецтехники здесь слышен с самого утра. Протяженность этой дороги составляет 2,5 километра. Строители уже укладывают асфальт. Идут работы по укладке уже второго асфальтобетонного слоя. Мы, общественные контролеры, осуществляем контроль за качеством выполнения работ на объектах нацпроекта. Сейчас уже работы в республике уже к финишной прямой идут, так, с опережением графика. А если говорить о качестве проводимых работ, то нами таких больших замечаний не замечено, так и работы проводятся качественно. Реконструкция идет и на улице Мраморная. Строительные работы на объекте ведутся с опережением графика. После того, как уложат асфальт, рабочие установят ограждения, дорожные знаки, уличное освещение, нанесут разметку. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города Грозного в 2022 году ведутся работы по асфальтированию 48 улиц города Грозного общей протяженностью 47 километров. Данные работы проходят согласно плану мероприятия, и все работы будут окончены в указанный срок, запланированное время. За качеством работ следят общественные контролеры. Общественные контролеры проверяют ход работ на всех объектах национального проекта. Они измеряют температуру асфальтобетона, а также ширину и толщину дорожного покрытия. Так, ширина дороги должна быть не менее 6 метров. В рамках национального проекта в этом году в республике планируется отремонтировать 77 объектов общей протяженностью более 76 километров. Реконструкция позволит распределить транспортные потоки и разгрузить часть дорог. Диана Хармуш, Малик Мурзаев, Аслан Вискаев. Неделя. В технопарке ЧГУ состоялся семинар на тему возможности участия и победы в конкурсах фонда президентских грантов. На встрече рассказали, как подать заявку на конкурс и правильно представить свой социальный проект. Советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов провел разбор основных ошибок, которые заявители допускают при написании социальных проектов. В ходе семинара гость отметил, что в регионе с каждым годом растет количество победителей в грантовых конкурсах. Я вижу, насколько увеличилось количество организаций, подающих на конкурс, и, естественно, растет количество победителей. Но сами по содержанию проекта прям выросли на голову, прям значительно. Мне радостно от этого. Я постоянно приезжаю, провожу обучение. Я вижу, что люди растут, а растет качество проектов, содержательность их, и вот на уровне России можно ставить их в пример.
Мне это очень радует. В семинаре участвовали как победители грантовых конкурсов фонда, так и те, кто подает заявку впервые. Они поделились идеями и рассказали о своих проектах, а в завершении мероприятия задали интересующие их вопросы. Семинар организовал Департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Все годы нам проекты поддерживались, насколько мы подавали. То есть у нас было уже проектов где-то 8 вот так проектов. И даже в самом начале проводился этот конкурс через Общественную палату Российской Федерации. Есть даже издания, куда внесены наши региональные проекты, как наши организации, так и наши партнеры, кому мы дали рекомендации в те сложные годы. Сотни верующих собрались в мечети «Гордость мусульман», чтобы выразить свое согласие и поддержку курса президента России Владимира Путина. В святыне присутствовали потомки пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, известного авлия шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, богословы и представители тейпов региона. Собравшимся напомнили, ради чего проводится специальная военная операция на территории Украины и какой большой вклад в это благородное дело вносит Рамзан Хаджи Кадыров и чеченские бойцы. Декларацию от лица всех мусульман Чеченской Республики, обращенную к президенту России, зачитал муфти Салах Хаджи Межиев. В ней говорится о поддержке пути, который избрал президент страны. Многоуважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы, потомки наших праведных предков, почитаемых аулия и устазов, старейшины чеченского народа из всех районов Чеченской Республики, предводители всех чеченских тайпов и виртов, руководствуясь общими интересами национальной безопасности братских народов России, хотим сегодня единогласно заявить о всенародной поддержке вашего политического курса как единственного верного пути, обеспечивающего суверенитет российского государства. Благодаря вашей твердой политической воле, Владимир Владимирович, и жизненному пути, и жизненному подвигу национального лидера чеченского народа Ахмата Хаджи Кадырова, международному терроризму в республике был сломлен хребет. В этой жестокой схватке с коварным врагом Ахмат Хаджи и тысячи его верных соратников погибли смертью героев. Они не пожалели своей жизни ради мира, благополучия на чеченской земле, защитив по всей стране целостность прошел всей митинг страны. в честь принятия референдума ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В знак поддержки данного решения в Грозном перед мемориальным комплексом славы имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, собрались больше 50 тысяч человек с флагами и плакатами «Россия вперед!». В акции приняли участие представители гражданского общества, студенты вузов, работники предприятий и многие другие. Организатором выступила Общественная палата Чеченской Республики. Сегодня мы проводим митинг в поддержку референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, на Херсоне и Запорожье. Как мы знаем, референдум – это некая международная правовая форма, которая дает народу право на волеизъявление. И данный референдум, на мой взгляд, она даст такую надежду на жителей Донбасса, жителей Запорожья, Херсона, потому что после проведения референдума, когда они скажут «да», что вместе с Россией, эти регионы попадают под другую международную форму. То есть, соответственно, это уже субъект, полноправный субъект Российской Федерации. Здесь хочу провести параллель, когда 19 лет назад по инициативе нашего первого президента героя России Ахмата Хаджи Кадырова на территории Чеченской Республики тоже провели референдум, и на референдум народы Чечни сказали «да». И сейчас этому мудрому решению мы живем в мирно процветающей республике. Мы все прекрасно знаем и видим то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины, что само государство делает со своими жителями. Естественно, для них последняя надежда – наша страна. И вхождение в состав Российской Федерации – это, вы знаете, я считаю, что это единственный правильный выход для них и обеспечение их безопасности, естественно, существование мирного неба над головой.
На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!